Мастер – это тот, кто свою работу делает с удовольствием. Так говорил нам, студентам курса режиссуры телевидения, наш мастер Давид Исакович Карасик, профессор режиссуры, заслуженный деятель искусств России, педагог Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Теперь институт носит другое название, но стены этого прекрасного здания помнят многих людей, которые поднимались по этой великолепной мраморной лестнице. По этой лестнице много людей прошло и ушло. И Товстоногов, и Кацман, и Сольникова, Вивьен. И вообще трудно перечислить, сколько замечательных людей и сколько молодежи поднялось, которые стали мастерами, известно как Лев Додин, как Тинякова и так далее, Алиса Фрейндлих. Каждый раз, входя в эту аудиторию, которая называлась 4-я, а потом долгие годы 16-я, это наше гнездо, это наша родина, малая родина. Мы здесь занимались. И вот, хотя вот это вроде все пусто, а все тени людей, которые здесь были, занимались, все наши фантастические всякие этюды, сцены, размышления, все это как бы осталось. Режиссер Карасик поставил десятки спектаклей, снял сотни передач на ленинградском телевидении. Ученики Карасика работают на студиях телевидения России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня я хочу сделать лишь несколько штрихов к портрету этого удивительного человека. Первая наша незабываемая встреча произошла на Аничковом мосту. Тогда я только мечтала стать студенткой Карасика, чтобы познать секреты мастерства и тайную силу искусства. Всегда стремлюсь, хотя бы начало нашей сессии проходило вот в этой аудитории. Мне кажется, тогда идет традиция, идет волна вот этой страстной увлеченности, которой был озарен Борис Ильич Зон. И я передаю как бы эстафету из рук в руки. Вот странно, Зон учился у Станиславского непосредственно последние годы. Я учился у Станиславского, студенты учились у меня, как-то близко все. Вы учились у Зона? Учился у Зона, который передавал систему Станиславского. Причем одно время ведь очень много осуждали, считали, что Станиславский уже устарел, надо новые системы, там пошел Брехт, там, в общем, не знаю, Мерхольд, все и так далее. Но Станиславский гениален, он открыл сущность театрального искусства. Ведь если, скажем, в чем, если просто сказать о его системе, в чем сущность? Он, во-первых, открыл, что такое сверхзадача. Если раньше, допустим, даже об этом не думали режиссеры, о чем? Какое открытие должны сделать зрители? Вот это сверхзадача, которая мобилизует, открывает, поднимает смысл, задачи режиссера. И сквозное действие, через сквозное действие к сверхзадаче. Вообще в искусстве надо уметь выбирать. Вот я отобрал. Дома у меня есть свой кусок неба, здесь у меня любимая скульптура, здесь у меня любимая скамейка. Вот такой я однолюб. В этой коммунальной квартире Давид Исакович живет, можно сказать, всю свою жизнь. Родился он в Харькове, на той самой Клочковской улице, где прошло взрослое детство
нашей, как говорит Карасик, Людмилы Гурченко. А в 25 году семья Карасика переехала в Ленинград. Здесь маленький Давид сделал свои первые шаги по скользкому паркетному полу. Здесь он умирал в трудные блокадные дни. На всю жизнь Давид Исаакович сохранил бесконечную благодарность этой печке, топившейся дровами, которая давала свет и тепло, где можно было вскипятить воду, поджарить кусочек хлеба. Из этой квартиры Давид Карасик ушел в военное училище и вернулся сюда же с фронта после 4 ранений и 2 контузий. 45-й год, первый семестр обучения. Вот в этой аудитории мы начали постигать первые шаги в области режиссуры. Первое. Все первое, оно необыкновенно волнующее. Первый поцелуй, первое свидание, первый снег. Первый снег. Через серый день один, осенний, грязный, второй. И вдруг начинает падать первый снег. И вот эти снежинки летят, и каждое чистое, оно не знает, куда оно опустится, у него какие-то свои планы, и вдруг она попадает прямо под колеса. А другая снежинка на карниз и так далее. Как это трогательно, что первое. Даже первое свидание, первый шаг, особенно вот ребенка, допустим, ждут, когда он первый раз самостоятельно встанет. Нас тоже учили как детей. А что такое? В институте учили заново, что такое ходить, дышать, двигаться, говорить. Все, потому что площадка, сцена требует особого отношения. Действие в жизни или действие сценическое – это разные вещи. И самое главное, еще надо начинать уметь видеть и уметь слышать, потому что мы много смотрим и мало видим. А счастье мы лишь вспоминаем, а счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем, или легкий воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияя облако, давно за ним слежу, наблюдая. Мы мало видим, мало знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и на миг усталый взгляд я отвожу от книг. День вечереет, небо опустело, стук молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Один стул, вот один первый, вот стул. Что такое стул и стул? Но у стула есть свой характер, своя история. Как он был сделан, как он пришел, у него есть свой характер. Сравнить, скажем, с другим стулом, этот боевой ветеран, у него поцарапаны бока, скрипит ножка. И расположение стула, это тоже уже начинается режиссура. Стоит невыразительно. Если он валяется, это либо пьяный, либо беспорядок олицетворяется собой. Если стул отвернулся, он обижен, конфликт какой-то. Если он влез на стол, это либо уборка, либо честолюбие его заставляет подниматься. Стул – это любые варианты. Это может быть вот стул, мольба, моление. Стул, букет или самовар. Ну и тысячи других. Причем стул как стул, стул это как трон, стул электрический и так далее, и так далее. А в этой 15-й аудитории мы проходили танец. И вот у этого станка нас 6 мужчин бравых занимались под команду, значит, танцмейстеров. Гран, батман, жате мы тянули, значит, и Кристерсон Христиан Христианович, профессор танца, он
90 лет ему было. Он черным, тройки, маленький, такой хрупкий. Я говорю, ну что вы делаете? Ну разве Таграт, Грам, Батман, Зате, вот как надо. Его две ассистентки подхватывали под локти, и он поднимал ножку. Вот как надо. Вот это малая сцена. На ней мы 50 лет тому назад держали приемные экзамены, конкурсные. Здесь мы читали стихи, басни, здесь мы разыгрывали режиссерские этюды. Маленькая аудитория, ну как мы трепетали. Без зрителя вообще, без ощущения сцены невозможно существовать. Поэтому, когда я много лет, 63-го года, преподаю на заочном отделении телевизионных режиссеров, я стараюсь попасть в этот малый зал, на малую сцену. Потому что, казалось бы, 40 сантиметров высота, и все равно это придает какое-то другое ощущение существования. И наличие зрителей, ну, говорят, зачем телевизионному режиссеру вот это общение с зрителем, обязательно, если он хоть один раз почувствует вот это зрительское дыхание, он это принесет всю свою жизнь. Я люблю бывать на всех выставках, особенно люблю живопись. Живопись, фотографии, вот эта вещь, которая меня волнует. И когда я прихожу на выставку, я оббегу, сколько зал там существует, понять, там 10 залов или нет, а потом медленно прохожу картину за картиной и выбираю потом 10, обязательно, сколько бы ни было, 10 для себя картин, которые я уже беру себе как бы в память эмоциональную свое богатство, копилку свою. Это я уже много лет, и у меня накопился целый Эрмитаж. Вот замечательного латышского поэта Зейдониса, у него «Эпифания» книга называется, я делал передачу о ней, она меня обогатила. Он говорит о том, что каждый день должен иметь свою вспышку, свое озарение. Эпифания – это в переводе с греческого есть озарение. Так вот, если ты шел, ничего не заметил, не страшно, иди дальше, но не проморгай, потому что, может быть, в тот момент, когда ты моргаешь глазами, вот это и совершилось. Вот сегодня утром солнце светило, роса была серо-розовая, но розы молчали. На следующее утро сияло уже солнце, и была роса более розовая, а роза уже увяла. Жизнь как океан, а люди волны, кто-то нас зовет, а мы не помним, кто-то ищет нас, а мы не знаем, кто. Детство далеко, и не догонишь, юность позади, не остановишь что-то впереди, и нас зовет люди. Время нам дано, его так много-много, время нам дано, его так мало-мало, время всем дано. Жизнь у нас одна, жизнь у всех одна, а что оставим людям мы в наследство? Детство далеко, и не догонишь, юность позади, не остановишь, жизнь как океан, а люди